У нас наш журналист собрал очень эксклюзивное видео, которое привезли с Крыма буквально вчера. Давайте посмотрим его. Эта трасса ведет на Бахчисарай. Практически через каждые 100 метров вдоль этой трассы расположены бигборды. Практически на каждом из них вот написана такая агитация за то, чтобы люди шли на выборы президента Российской Федерации в 2018 году. На каждом бигборде лозунг «Наша страна, наш президент, наш выбор». И это только начало. К примеру, в Симферополе практически все в прямом смысле слова усеяно агитацией. Призывы к выборам на общественном транспорте, рекламных плакатах и даже на вот таких уличных экранах. А колонки от них разведены по всем прилегающим улицам. Теперь любой гражданин может легко проголосовать в том городе, где он находится на момент выборов. А это уже спальный район города. На одном из супермаркетов также по кругу крутят подобную рекламу, но рассчитанную уже на молодежь. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Люди в Симферополе не очень разговорчивы. Одни вообще избегают разговоров на политические темы. Другие, кроме Путина, боятся упоминать других кандидатов в президенты. За кого будете голосовать в этом году? А почему? Когда русская власть пришла в Крым, как вы, лучше или хуже стали себя чувствовать? Хуже. В каком плане? Финансовом или моральном? Я уже ответил на все вопросы. Ну, за Путина имеется в виду? Ну, а за кого? Кто-то есть другой? Кто есть другой? Собчак. А этот мужчина говорит, что жить стало тяжелее, цены на продукты и коммуналку выросли, но вопреки этому все равно благодарен Путину за мир. А в чем лучше? Лучше? Ну, не знаю, то, что как бы нету войны, наверное, здесь. В этом лучше, да. Так, как на Донбассе. Путин несет мир, поднимает с колен, Крым на родине, спасибо России. 4 года жизни в условиях тотальной пропаганды не минули бесследно.